Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции начнем с самых значимых событий в истории ТАССР. В этот день, в 1991 году, в республике прошли митинги против проведения в Татарстане выборов президента России. Их устроили национальные общественные организации. 27 мая участники митинга даже перекрыли в Казани движение транспорта. Выборы прошли. 12 июня президентом страны стал Борис Ельцин. А 26 мая 1995 года в селе Кичучат Альметьевского района открылся дом-музей известного татарского просветителя, журналиста, общественного деятеля Резаддина Фахриддинова. На открытие приехал и президент Ментимер Шаймиев. Это события прошлого, ну а сейчас о главном сегодня. Психология обмана. Была готова даже повестись на это и озвучить все свои карты, все свои номера. О новых видах мошенничества в республике расскажет Рамиль Галиуллин. Пришло время отходить от отходов. Укрыли пленкой метр грунта, чернозем 15 сантиметров. Что сделать на Самосыровской свалке, чтобы она превратилась в зеленый холм и место для отдыха? Об этом Зарина Ахметова. Воссоздать культурное наследие сталинской эпохи. Выполнена полностью работы по замене как внутренних, так и наружных сетей, отделка помещения. Реставрация в Доме культуры имени Саид Галеева подходит к финишной прямой. Какой подарок к юбилею ТАССР готовят строители, знает Наталья Мезина. Важное событие в истории республики с экрана. Мероприятие действительно серьезное, ответственное, и, конечно же, подготовка требует тоже полной отдачи. ТНВ в честь столетия ТАССР подготовил праздничный телемарафон. Что можно будет посмотреть, расскажет Вероника Гайнадинова. Создание максимальных возможностей для реализации бизнес-идей – приоритетная задача для республики. Об этом рассказал Рустам Минниханов. Сегодня, в День российского предпринимательства, президент встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Из-за коронавируса праздник впервые прошел в онлайн-формате. Гости обсуждали трудности этого года, меры господдержки и их эффективное использование. Рамиль Галиуллин услышал, как идут дела в новых условиях. Проверка на входе, обязательные маски и строго без рукопожатий. Так сегодня отмечают День российского предпринимательства. Без традиционных выставок и в ограниченном составе. Меня зовут Галиуллина Эвелина, мне 12 лет. Сама встреча бизнес-сообщества начинается с ролика молодых предпринимателей. Большинство присоединяется к ней в уже привычном онлайн-формате. И уже в самом начале, открывая беседу, Рустам Минниханов делает акцент. В условиях пандемии вся господдержка направлена на помощь бизнесу и сохранение рабочих мест. Предприниматель – это человек, который немножко упал, потом поднялся, пошел. Но и роль государства здесь важна. Здесь и муниципалитет, и республика. Мы еженедельно один муниципалитет рассматривает, как организована работа с малым и средним бизнесом. Первой к президенту обратилась предпринимательница из Бугульмы. Швейный завод Салихи Гарипова, один из первых в республике, перешел на производство защитных масок и костюмов. Мощность предприятия – 5000 изделий в сутки. Первые дни очень было тяжело, конечно, потому что потребность была очень большая. Мы работали в усиленном режиме, но, слава богу, все вырулили. Значит, и медицина была обеспечена, и люди обеспечены. То есть вам слова благодарности. Тему бизнес-оттепели продолжил предприниматель из Сабов. По видеосвязи Ильнас Набиуллин рассказал, как его сеть парикмахерских вышла из самоизоляции. Салонный бизнес был одним из, так скажем, в первой волне открытия бизнесов, малого бизнеса. На сегодняшний день в нашей компании в Татарстане работает 55 салонов. Мы уже приняли за этот период 34 тысячи с копейками клиентов. То есть эти клиенты к нам приходят как раз-таки наконец-то обросшие, заждавшиеся. Сегодня в Татарстане больше 160 тысяч фирм малого и среднего предпринимательства. С учетом всех самозанятых в бизнесе заняты 600 тысяч человек. Многие из вас являются неким примером, эталоном, как надо организовать бизнес. Сегодня вот я вижу здесь таких крупных, уже успешных бизнесменов. Это тоже очень приятно. Каждый из нас, вот здесь сидят, каждый из нас должен каждый день учиться чему-то. Общение с бизнесменами продлилось около часа. Как отметил Рустам Минниханов, возвращаться к прежней жизни сложно, но можно. А встреча с предпринимателями продолжится и впредь. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань.
Кому Рустам Минниханов посоветовал спуститься на землю и где в Казани появится Кукмарский камень, читайте в интернет-газете «Реальное время». Это будет революционный проект в целом для нашей страны. Так охарактеризовал президент республики новый проект по созданию в Татарстане технопарка от Wildberries. Сегодня президент провел онлайн-встречу с генеральным директором компании. Площадка должна стать местом локации самозанятых и представителей малого и среднего бизнеса. Компания готова взять на себя решение логистических задач и обеспечить сбыт. Для реализации проекта руководство фирмы просит выделить землю и поддержать в организации необходимой инфраструктуры. Рустам Минниханов заверил, что помощь будет оказана. Ваш проект большой и интересный, тем более с учетом того, что вы хотите организовать производство, он нам очень импонирует. В Татарстане сегодня подтверждено 63 новых случая COVID-19. Практически все контактные. 18 человек госпитализировано, 45 получают лечение на дому. Больше всего заболевших в Казани и Набережных Челнах. 7 случаев зарегистрировано в Дрожжановском районе. Таким образом, на 26 мая по нарастанию в Татарстане зарегистрировано 2912 случаев коронавируса. Выздоровели за последние сутки 133 человека. В Татарстане масочный режим продлится на всех этапах снятия ограничений, как минимум до осени. Об этом сегодня во время онлайн-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана. По словам Марины Потяшиной, с середины апреля число новых случаев уменьшается, доля тяжелой формы меньше 1%. Хороших показателей помогла добиться и дисциплинированность представителей старшего поколения, которые соблюдали режим самоизоляции. Сейчас в сутки в Татарстане проводят 4500 тестов на коронавирус. Основное правило для всех нас – это общение дом-работа. То есть не более того, никаких походов в гости, никакие прием гостей, никакие общения с посторонними людьми, пока на сегодня не нужно этого делать, не нужно. Ситуация слишком хрупкая, и любое наше нарушение приведет к тому, что мы будем иметь большой рост инфекции. Потребление энергии в Татарстане из-за коронавируса снизилось больше, чем на 8%. В мае снижение, по прогнозам, составит почти 13%. Об этом доложили премьер-министру Алексею Песошину на заседании Совета директоров Татэнергосбыта. Также представили сведения о долгах за электроэнергию. Это почти 500 миллиарда рублей. Как отметили, по предприятиям ЖКХ основными должниками остаются водоканалы Бавлинского, Зеленодольского, Пестричинского районов, а также Камских Полян. К другим темам. Сообщить данные банковской карты или доверить СМС-сообщению татарстанцы еженедельно отдают мошенникам до 50 миллионов рублей. Увеличилось и число краж со счетов. С начала года уже 1500 таких преступлений. Но вернуть потерянные сбережения татарстанцам удается крайне редко. Когда стоит быть внимательнее и какие новые методы афер, узнаем прямо сейчас. На тот момент меня ничего не насторожило. Вежливый, убедительный голос трубки и несколько вопросов о банковских операциях. Моя коллега Елена Веселова рассказывает. Представились сотрудниками банка и сообщили, что кто-то пытается перевести деньги. Она говорит, что у вас есть счет в банке, что у вас есть 2 карты. Помимо этого, она спрашивает, какие еще у вас есть карты, якобы для того, чтобы понять, откуда прошла утечка информации. Как говорят правоохранители, с развитием интернет-технологий появляются все новые методы мошенничества. Звонок от лжепредставителей банка самый популярный. С начала года больше 1500 краж со счетов. Как отмечают, активность аферистов вызвана ошибками и небрежностью банковских и кредитных организаций. Есть факты восстановления абонентских номеров, ранее подключенных к банковским картам, и подключения доступа к услуге интернет-банкинга, изготовление двойников станций сотовой связи на базе обычной Моторолы с последующим перехватом персональных данных абонентов сотовой связи, в том числе банковских карт. Используя уязвимости программного обеспечения моментальных переводов. Если потерять деньги из-за аферистов легко, то вот поймать их куда сложнее. Раскрыть удается лишь каждый 10-й случай. Всего с начала года произошло больше 2000 афер. К слову, за весь прошлый год их было 4000. Напомню, что проинформировать население о новых видах обмана поручил Рустам Минниханов на субботнем совещании. Самое большое мошенничество это идет как раз под предлогом предотвращения санкционного доступа. Это где-то 32-33%. Как рассказали на брифинге, каждую неделю из-за невнимательности жителей похищается до 50 миллионов рублей. Уловки разные. Среди самых популярных это рассылка лжесообщений и звонки от имени банка, предложение покупки в интернет-магазине. Не брезгуют мошенники игрой на чувствах татарстанцев, звоня и говоря, что родственник оказался в беде.
Мошенники действуют все хитрее. Попадались ли в их сети татарстанцы? Мы спросили у них. Однажды что-то меня спрашивали там про какой-то счет на каком-то банке. Но я что-то какой-то вопрос дополнительный спросил, и они сами отстали. Соседку нашу, 80-летнюю старушку, пытались уговорить там, на какие-то там очистительные приборы. Быть бдительнее. Вот главный совет правоохранителей. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Вместо полигона теперь холм. Так мэр Казани Эльсур Медшин предложил называть Самосыровскую свалку, где с 60-х годов складировали городской мусор. Сегодня здесь приступили к последнему биологическому этапу рекультивации. Как с годами может измениться это место и будут ли со склона отходов скатываться лыжники? Об этом Зарина Ахметова. Сложно поверить, но теперь на Самосыровском полигоне будут расти вот такие молодые рябины. Одну из первых сегодня посадил мэр Казани. Для свалки, где годами складировали мусор со всей столицы, сейчас, можно сказать, начинается вторая жизнь. Территорию не просто облагородят, ее оздоровят. Укрыли пленкой, метр грунта, чернозем 15 сантиметров. Дополнительно озеленение, вот склоны травой высеваем. Приступили к посадке кустарников спиреи. Растения, говорят, в уходе неприхотливы, а значит, здесь должны хорошо прижиться. Сегодня, наверное, исторический момент, когда я вам предлагаю нам всем больше не называть это Самосыровской свалкой, а назвать Самосыровский холм. Совсем скоро здесь, кроме зеленого полотна, появится 1000 кустарников, 500 рябин. Всего на рекультивацию выделено 376 миллионов рублей. Эти средства должны превратить Эверест мусора высотой с 9-этажный дом в историю. Пирог здесь такой, что не продохнешь. Но сегодня мы его закрыли от дождевых осадков, от талых вод снежных, накрыт он пленкой, накрыт грунтом. Сегодня туда не попадает влага извне, и, соответственно, прекратились те процессы гниения, которые, или замедлились на данном этапе, процессы гниения, которые происходили внутри холма. И на этом озеленение теперь уже Самосыровского холма не завершится. Из некогда крупнейшей свалки республики, которая представляла экологическую угрозу, планируют сделать место для отдыха, говорят в мэрии. Как вариант, лыжная база. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Воссоздать культурное наследие сталинской эпохи. Выполнена полностью работы по замене как внутренних, так и наружных сетей, отделка помещения. Реставрация в Доме культуры имени Саид Галеева подходит к финишной прямой. Какой подарок к юбилею ТАССР готовят строители, знает Наталья Мезина. Важное событие в истории республики с экрана. Мероприятие действительно серьезно, ответственно, и, конечно же, подготовка требует тоже полной отдачи. ТНВ в честь столетия ТССР подготовил праздничный телемарафон. Что можно будет посмотреть, расскажет Вероника Гайнетдинова. Рустаму Минниханову доложили, когда достроят дома для обманутых дольщиков. Сегодня президент республики провел совещание по вопросам строительной и дорожной отраслей. Напомним, в 2019 году был создан специализированный фонд, куда вошли дольщики и определен технический заказчик. Было заключено соглашение на 4 проблемных объекта строительства. Это ЖК МЧС и 57-й дом на улице Достоевского. Кроме того, республика направила ходатайство на завершение строительства еще 6 объектов. 2020 год в Татарстане выборный. Предстоит избрать президента республики и депутатов в муниципальные органы власти. И мы уже сейчас можем наблюдать, как началось оживление на политической арене. В первую очередь активизировались партии. Что заметного происходило в эти дни? Об этом далее. У нас в этом году планируются выборы не только в муниципальные округа. Сегодня Татарстанское отделение партии «Рост» объявило о своем намерении участвовать на выборах президента Татарстана. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального отделения Олег Коробченко. Имя кандидата они определят на партконференции. Его проведут после того, как Центр избирком объявит о начале избирательной кампании. Наша задача, чтобы люди услышали, для чего нужна партия по поддержке предпринимателей, для чего нужны предприниматели. И мы хотим свою повестку тоже озвучить на этих выборах. «Справедливая Россия» в Татарстане в новую избирательную кампанию пойдет под новым руководством. Депутат Госсовета Альмир Михеев избран главой регионального отделения. Его рекомендовало федеральное руководство партии.
Перед нами сейчас стоит главная задача подобрать достойных кандидатов, которые будут представлять нашу партию, а также у нас одна из главных задач увеличить депутатское представительство в нашей республике. Напомним, экс-руководитель эсеров Рушания Бельгильдеева покинула пост в феврале. В мае в суд было направлено уголовное дело в ее отношении. Депутаты и бизнесмена Бельгильдееву обвиняют в 133 эпизодах мошенничества с ущербом 36,9 миллионов рублей. Следком считает, бизнес-леди, развившая риэлторскую компанию, обманула клиентов. Они покупали участки в коттеджных поселках, но остались без инженерной инфраструктуры. А партия КПРФ сегодня провела онлайн-мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ТАССР. С большим праздником коммунистов поздравил и Геннадий Зюганов. За предвоенное время в Татарстане было построено 58 крупнейших, лучших на ту пору предприятий и заводов, созданы целые отрасли. Партия КПРФ также начала подготовку к выборам в муниципальные органы власти. Список кандидатов должен быть определен в ближайшее время. Алсу Ахмедзянова, ТНВ, Казань. Завтра Государственный совет республики проведет торжественное заседание. Его посвятят исторической дате в истории Татарстана. 27 мая 1920 года в ЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет об образовании Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Уже сегодня весь день в адрес Рустама Минниханова и жителей Татарстана поступают поздравления со столетием образования ТАССР. Их уже прислали послы разных стран, руководители регионов. Посол Итальянской республики в России Паскуале Чирачано в своей телеграмме отмечает, что рад поздравить со столетним юбилеем. Уважение, сотрудничество и общие ценности – элементы, лежащие в основе существования разных религиозных конфессий в Республике Татарстан, являются ценным примером для всего человечества. Посол Швеции в России Малена Март говорит о том, что очень надеется, что ситуация с коронавирусной инфекцией изменится в скором времени в лучшую сторону, и у нее получится поздравить президента Татарстана лично. Посол Японии в России отмечает, после распада СССР Татарстан под руководством предыдущего президента господина Ментимира Шаймиева и под руководством президента нынешнего Рустама Минниханова играет такую важную роль, как соединение историй русского и татарского народа. Господин Тайохи Кадзуки выразил уважение татарскому народу за его талант и трудолюбие. Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в России подчеркнул, республика сумела сохранить лучшие национальные ценности и традиции татарского народа. А чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан сделал особый акцент на тесных дружественных связях между Татарстаном и Узбекистаном. Со столетием Татарстан поздравляют и руководители ряда субъектов России. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, на протяжении века трудом жителей республики был создан мощный производственный, научный и культурный потенциал, ставший основой всех ваших достижений и побед. Поздравительные телеграммы продолжают поступать. Поступают поздравительные телеграммы и в адрес Госсовета. Одним из первых телеграмму прислал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Отметив большой вклад татарстанцев в укрепление страны, обогащение многонациональной России культурой, традициями и обычаями, он пожелал всем жителям республики здоровья и успехов. К другим темам. Сегодня в Казани простились со Стеллой Писаревой. Бесценный кадр, знаток истории, живая легенда, муза. Так ее называли друзья, коллеги, близкие. Теперь к этим эпитетам добавился еще один – невосполнимая утрата. Любимым детищем Стеллы Владимировны стал музей истории КФУ. Еще десятки выставок, масштабных экспозиций в разных городах Татарстана. Какой она останется в сердцах родных, близких и коллег, расскажет Илья Хайрудинова. На глазах слезы, в руках цветы. Ее коллеги, говорят, общались в субботу, тогда и подумать не могли, что через 2 дня Стелла Писарева соберет всех родных и близких на прощание. Стеллу Владимировну называют музой музея. За ее плечами десятки крупных выставок и масштабных экспозиций. Она делала то, что казалось немыслимым. За год и 2 месяца с нуля создала музей истории КФУ, чтобы успеть к 175-летию Альма-Матер.
А еще за ее плечами война. В годы Великой Отечественной выступает с концертными бригадами в госпиталях, а после посвящает этим страницам целую экспозицию. Для того, чтобы создать эту выставку, нужны были огромные усилия. Необходимо было вести колоссальную переписку. Нам сейчас, пользующимся интернетом, это очень сложно понять. До последнего она была в строю, создавала и созидала, была примером и заряжала энергией. И уже давно устала сидеть дома на самоизоляции, рвалась на работу. Это рабочее место Стеллы Владимировны. Вот сюда она каждое утро приходила. На столе будто застывший календарь и томик стихов Евтушенко. Рабочий день здесь, в музее Горького и Шаляпина, всегда начинали с поэзии. Она создавала особую атмосферу около себя. Она была сама человеком очень ярким. Представитель общественности. И она вожак этой общественности, интеллигентной общественности, культурной общественности. И вот этот стержень, это умение держать себя, оно просто заслуживает уважения. И, может, многим нам стоит поучиться ее стойкости духа. Любимая всеми, любимая в семье. В свои 95 еще играла в футбол с правнуками. Постоянные домашние спектакли, постоянные песни, пляски. Это все, конечно, ее. А как она смеялась. И вот ее светлый образ, конечно, как говорят, на всю оставшуюся жизнь. Похоронили Стеллу Писареву на Арском кладбище. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Ровно через месяц откроется единственный в Дербышках Дом культуры имени Саид Галеева. Эту масштабную реконструкцию посвятили столетию ТССР. Сейчас работы на объекте завершены почти на 95%. Мастерам удалось сохранить 60-летние элементы декора, лепнину и уникальные механизмы на сцене. А на фасаде скоро появится юбилейный логотип. Какие штрихи станут финальными, знает Наталья Мезина. Основной задачей для реставраторов стояла в том, чтобы сохранить исторический облик данной люстры и воссоздать все элементы наподобие оригинала. А еще гипсовая лепнина, дубовые двери, канделябры, массивные колонны. Дом культуры имени Саид Галеева словно задышал по-новому. За год реконструкции строители восстановили утерянный облик 60-летнего объекта сталинской эпохи. Только представьте, более 500 зрителей смогут насладиться не только сохраненной советской атмосферой, но и увидеть новые технологии. Так, например, благодаря специальному механизму оркестровая яма поднимется на один уровень со сценой. Но главной изюминкой станет движущийся круг для артистов, которому более 60 лет. Теперь в Дербышках откроется настоящий дворец культуры для детей и взрослых, единственный в этом районе. На 3 этажах разместится студия звукозаписи, коворкинги, музеи, кафе, комната для кружков и даже собственный кинотеатр. Данный малый зал имеет основные две функции. Это для мероприятий и кинопоказ. Зал рассчитан на 120 мест, оснащен современным оборудованием. Сейчас работы выполнены на 95%. Добавляются последние штрихи. Покраска стен, лаковое покрытие паркета, а для сцены мастерские уже пошили шторы со старинным узором. Перед строителями и реставраторами основными задачами были это сохранение исторического облика как самого здания, так и его отдельных элементов. На сегодняшний день выполнены полностью работы по замене как внутренних, так и наружных сетей, отделка помещения, реставрация. К празднованию векового юбилея республики особым станет даже торец здания. Здесь со стороны парка появится уникальный логотип ТССР. Во всей красе Дом культуры имени Саид Галеева горожане увидят ровно через месяц. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. К столетию со дня подписания декрета об образовании ТССР наш телеканал завтра посвящает специальный праздничный телемарафон. В прямом эфире наши зрители увидят торжественное заседание Государственного совета, уникальные исторические кадры и хронику, большое интервью Минтимира Шаймиева, а также праздничный концерт с подробной телепрограммой Вероника Гайнудинова. Ровно 100 лет назад, 27 мая, был принят декрет об образовании ТССР. Все, что пережила республика в своей вековой истории, чего достигла, кто стоял у истоков этих высот, какой он сейчас Татарстан и как мы сегодня отмечаем значимую для всех татарстанцев дату. Весь день в эфире нашего телеканала.
Праздничный марафон начнется в 6 утра. Прямо из этой студии здесь сейчас вовсю идет подготовка, декорации, свет, оборудование. Скоро свое место займет и официальный логотип. Кроме этого, в студию привезли и флаг столетия ТССР, который объездил 68 регионов России. Первыми выйдут в прямом эфире специальные выпуски утренних программ «Манзара» и «Здравствуйте». Ведущие будут принимать звонки от телезрителей. Ожидается, что свои поздравления пришлют наши соотечественники со всего мира. Формат предусмотрен такой, как в советские годы. Это как бы будет возвращение к дикторской школе. Со Светланой Звонаровой Лариса мы будем целый день вести, предвещать наши программы. Подготовка требует тоже полной отдачи и глубоких знаний, поэтому мы не только знакомимся со сценарием, конечно же, его изучаем, но и просматриваем литературу, интернет, чтобы действительно сознанием дела, скажем так, с душой более глубже рассказать о нашей любимой республике. В 9 часов утра наш телеканал будет вести прямую трансляцию с торжественного заседания парламента республики. Здесь ждут выступления президента Рустама Минниханова с докладом столетия Татарской ССР «История и современность». Выступит Фарид Мухаммедшин. Из-за пандемии количество приглашенных пришлось сократить до 75 человек. Вот задумываясь над тем, через что приходилось проходить, какие решения принимать. В 14:45 большое интервью первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева. Дальше цикл исторических фильмов о ТССР. В 21:00 выйдет специальный выпуск, посвященный новейшей истории Татарстана в период президентства Рустама Минниханова. После праздничный телемарафон подхватит и культурная программа. Из больших проектов у нас был сделан с Казанским государственным институтом культуры совместно. Этот проект посвящен истории, культуры и искусства Татарстана. Продлится телемарафон до полуночи. В течение дня обо всех мероприятиях, что пройдут по республике, смотрите в эфире информационных программ. Вероника Ганудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В продолжении выпуска информация о погоде. У нас к этой минуте все. Берегите себя и всего вам доброго. Химия – это не волшебство. Химия – это не чудо. Химия – это не магия. Химия – это прекрасная наука. Это призвание. Химия – наша работа. Казань Оргсинтез поздравляет всех химиков с профессиональным праздником. Автоцентр «Марка» снижает цены, чтобы вы не снижали скорость. Весь май Datsun от 387 900 рублей. Подарки каждому. Звоните 4 пятерки, 3 семерки. Установка газового оборудования. ТПК МТЗ «Татарстан». Телефон в Елабуге 52420. Автоцентр «Марка Ниссан» заявляет: возвращаем цены прошлого года. Выгода до 250 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 пятерки, 3 единицы. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе кости. Передовые клеточные технологии буквально омолаживают сустав изнутри, восполняя изношенные хрящевые ткани. Всего один укол, чтобы забыть про боль, вернуть движениям гибкость и легкость. Здоровый родной сустав без наркоза, без операции и вместо протеза. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В мае онлайн-консультация врача бесплатна. Дома или в пути Шаян ТВ смотри. Социальные сети, сайт, YouTube-канал, мобильное приложение. Также спрашивайте у своих кабельных и у спутниковых операторов. Здравствуйте! Среда обещает быть комфортной в плане погоды. Подробнее после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и со скидкой 20%. Тогда звоните Данил Мастер, 20 167 166. Адрес Восстание 23.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет солнечно, без осадков и очень тепло. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге солнце будет радовать целый день, но местами пройдет дождь. Дневная температура плюс 26. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо очистится от облаков, ночью местами не исключены небольшие дожди, днем же будет тепло и даже жарко, плюс 28. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе синоптики прогнозируют малооблачную и сухую погоду и повышенный температурный фон. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном без существенных осадков и также тепло и солнечно. В центральных районах Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, температура повысится до 28 градусов. Теплый атмосферный фронт удерживает в Татарстане приятную для самочувствия погоду. Не жарко, но и не холодно. Даже небольшие осадки не портят ощущение приближающегося лета. В среду в Казани будет малооблачно, ночью возможен небольшой дождь. Температура повысится до 14 градусов, а днем около 20 градусов выше нуля. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом все. Всего доброго и до свидания.